Да. Надо мне скинуть, ты пойми.
который как раз подписывал акт, я говорю, понятно. Не, ну они добавили, потому что, видимо, после Нового года никогда не ну и, кстати, там какие-то предложения появляются, по-моему, когда он так говорит, что могу, так, сюда. Непонятно, даже я раздумываю, потому что я вообще так понял, честно признаюсь, я так не давал, потому что во все, когда говорю,
всіх досліджень.
Здравствуйте. Здравствуйте. Никого нет. Тогда куда-нибудь просто ставить вместе свободное место.
Добрый вечер. Дорогие гости, садитесь, пожалуйста, поближе, чтобы видеть все, что будет на экране. У нас сегодня с вами киновикторина. Вам необходимо будет читать то, что там написано. Конечно, я буду это все озвучивать. Если у вас нет ручек, я вам раздам. С удовольствием. Поправите, это же не страшно. Смотрите, нужно будет писать номер вопроса и номер ответа. Ну, то есть условно 1-1, там, 2-1. Все, кто взял ручки, если не трудно, как все викторины стоят. Да нет, пишите. Что нужно написать? Я сейчас еще все. Здесь будут вопросы, 20 вопросов. И на каждый вопрос будет 4 варианта ответа. На самом деле писала с огромной любовью к вам эти вопросы. Если вы ходили на Кинопятницы и читали наш аккаунт, то у вас будет преимущество, потому что будет несколько вопросов по Кинопятнице. Ну и вообще, в принципе, достаточно включить логику, и все будет легко. У кого-то есть друзья, которые хотели прийти, сейчас опаздывают. Я просто не понимаю, ждать нам или нет, потому что регистрации больше, чем вас здесь. Не ждем, начинаем. Окей. Чтобы не вывести, вот смотри, что сейчас будет происходить на экране. Вот, раз. Там не путай местами вопросы. Просто большая задержка из-за того, что Просто не красиво, не супорчиво. Главное, нет, главное темно. Главное, Давайте еще раз поменяем. Что не такие на викторину, ты можешь просто порешать. Нет, то, что поменяло, оно само по себе, если что-то, серьезное, оно как... Ладно.
частная сделка. Наши ВКонтакте, экономия татар, и в Инстаграме, да, есть. Спасибо. А какой сегодня фильм-то будет, как называется? Не знаю. Там на самом деле... Что? Там написано, что будет на экране. Ну, только мне надо будет читать. Всё. Еще раз всем доброго вечера. Я, Александра Исаева, приглашаю вас на очередную кинопятницу. И сегодня у нас нововведение. Мы для вас проведем киновикторину. Для того, чтобы вы еще больше узнали национальный кинематограф. Даже если вы не знаете ответы на вопросы, включайте логику, послушайте свою интуицию. Будет 4 варианта ответа. У каждого из вас сейчас есть бумага, на которой вам нужно будет зафиксировать номер вопроса и номер предполагаемого вами ответа. Желаю вам удачи, ничего не бойтесь, самое главное, получайте удовольствие. Ну что ж, приступим. Вопрос номер 1. Когда отмечается Международный день кино? 27 марта, 28 декабря, 21 ноября или 29 апреля? Когда отмечается Международный день кино? Будьте внимательны. 27 марта, 28 декабря, 21 ноября или
29 апреля. Переходим к следующему вопросу. Когда отмечается День российского кино? 7 мая, 22 декабря, 27 августа, 25 октября. Пожалуйста, не пишите саму дату, а напишите именно номер ответа. Переходим к следующему вопросу. Как называется первый полнометражный художественный фильм на татарском языке? Бибинур, Куктау, Кире, Мулла. Бибинур, Куктау, Кире, Мулла. Кстати, на экране есть подсказка. Это кадр из фильма. Если кто-то из вас смотрел. Переходим к следующему вопросу. Кто из этих актеров не снимался в фильме «Кире»? Фанис Зиганшин, Марат Башаров, Камиль Ларин, Асгар Шакиров. Кто же не снимался в фильме «Кире»? Фанис Зиганшин, Марат Башаров, Камиль Ларин, Асгар Шакиров. Переходим к следующему вопросу. В каком месяце 2020 года начались кинопоказы в Татарском культурном центре? В августе, в сентябре, в октябре или в ноябре? Вот сейчас как раз проверим самых преданных зрителей «Кинопятницы». В каком же месяце начались у нас кинопоказы? В августе, в сентябре, в октябре или в ноябре? Переходим к следующему вопросу. Кто режиссер фильма «Бибинур»? Ильдар Ягафаров, Салават Юзеев, Юрий Фетин или Алексей Барыкин? Ильдар Ягафаров, Салават Юзеев, Юрий Фетин, Алексей Барыкин. Вы же не в школе, чтобы подглядывать друг к другу. Подумайте сами. Мы сделаем, кстати, небольшую паузу для того, чтобы подвести итоги. В этот момент вы посмотрите небольшой фильм, это краткая история кинематографа. А сразу после этого мы не просто огласим, кто победил в этой киновикторине, но еще и разберем правильные ответы. Какой из этих фильмов еще не показывали на Кинопятнице? Бибинур, Куктау, Кире, Берузе. Бибинур, Куктау, Кире, Берузе. Да, здесь только один правильный ответ. В каком фильме снялась актриса Роза Хайруллина? Берузе, Пустота, Курбан Роман, Монолог. Кстати, все эти фильмы мы показывали на Кинопятнице. Вам сейчас только стоит определить, где же вы видели Розу Хайруллину, в каком из этих фильмов. Берузе, Пустота, Курбан Роман, Монолог. Двигаемся дальше. Кто автор жанра татарометражки? Фарид Бекчентаев, Салават Юзеев, Мансур Гилязов, Ильдар Абузяров. Фарид Бекчентаев, Салават Юзеев, Мансур Гилязов, Ильдар Абузяров. Следующий вопрос. Из какого фильма этот кадр? Посмотрите внимательно. Я надеюсь, что вы узнаете артиста. Это Фанис Зиганшин. Снимается он действительно очень много в национальном кинематографе. Так в каком же фильме вы видели его именно в этом образе? Кире хлопнул дверью и ушел. Шихаб Хазрат, Кукмарские парни. Кире хлопнул дверью и ушел. Шихаб Хазрат, Кукмарские парни. И не могла я не вставить вопрос, связанный с моей творческой деятельностью. В каком из этих фильмов я не снималась? Кое-что из ее дневника, Курбан Роман,
Куктау Кире. Кое-что из ее дневника. Курбан роман Куктау Кире. Двигаемся дальше. Какой из этих фильмов не является художественным? Мулла, Шихаб Хазрат, Курбан роман, Пустота. Мулла, Шихаб Хазрат, Курбан роман и Пустота. Еще один вопрос, связанный с известным актером, с татарским актером, с Маратом Башаровым. В каком из этих фильмов не снимался Марат Башаров? Выведите, пожалуйста, слайд на экран. «Утомленные солнцем», «Сибирский цирюльник», «Мулла», «Бибиноль». Итак, где же не снимался Марат Башаров? В фильме «Утомленные солнцем», «Сибирский цирюльник», «Мулла», «Бибиноль». Если вы посмотрели фильм «Кире», то вам легко будет ответить на этот вопрос. Какая татарская певица снялась в фильме «Кире»? Дина Гарипова, Эльмира Калимуллина, Альбина Шагимуратова, Аида Гарифуллина. Дина Гарипова, Эльмира Калимуллина, Альбина Шагимуратова, Аида Гарифуллина. Какие из этих фильмов не снимались в Казани? «Зулейха открывает глаза», «Сокровища Ока», «Курбан роман», «Бибиноль». Казань действительно становится героиней во многих художественных фильмах, но вот один из этих все-таки не снимался в столице Татарстана. Какой? «Зулейха открывает глаза», «Сокровища Ока», «Курбан роман», «Бибиноль». Двигаемся дальше. Какой из этих татарстанских фильмов был в широком прокате в России? Будьте внимательны, именно по России. «Пустота», «Кире», «Курбан роман», «Мулла». «Пустота», «Кире», «Курбан роман», «Мулла». Осталось всего 4 вопроса. Кто исполнил песню для саундтрека к фильму «Зулейха открывает глаза»? Дина Гарипова, Эльмира Калимуллина, Саида Мухамедзянова, Чулпан Хаматова. Дина Гарипова, Эльмира Калимуллина, Саида Мухамедзянова, Чулпан Хаматова. Кто не пишет музыку к фильмам? Радик Салимов, Эльмир Низамов, Юрий Чаплин, Сергей Киатров. Ну, здесь действительно, наверное, мало кто знает правильный ответ, но есть подсказка. Некоторые из тех, кто здесь на экране, у нас были на Кинопятнице в виртуальном виде. Они присылали свои видео-приветы, и там мы подписывали, кто является кем. Это вам подсказка такая для тех, кто ходил на Кинопятницу. Итак, кто не пишет музыку к фильмам? Радик Салимов, Эльмир Низамов, Юрий Чаплин, Сергей Киатров. Предпоследний вопрос. Что из этого не является кинопремией? Будьте внимательны, подсказка. Я спрашиваю именно про кинопремию. Золотая тарелка, золотой минбар, золотая малина или золотой глобус? Что из этого не является кинопремией? Золотая тарелка, золотой минбар, золотая малина или золотой глобус? И завершающий вопрос.
Какой вклад внесла Казань в развитие советского кинематографа? В Казани выпускали киноактеров, в Казани выпускали кинопленку, в Казани писали много киносценариев или в Казани было много кинотеатров? Как вы думаете, какой вклад Казань внесла в развитие советского кинематографа? Выпускали киноактеров, кинопленку, киносценарии или было много кинотеатров? Ну что, надеюсь, вы уже ответили на вопросы. Пожалуйста, подпишите свои листы для того, чтобы мы потом могли определить, чьи же эти были ответы. Сейчас мы сделаем небольшую паузу для того, чтобы собрать эти листы у вас. И, пожалуйста, пока мы подводим итоги, не расходитесь. Мы вам покажем 15-минутный фильм. Это краткая история кинематографа. Я первый раз сюда пришел. Я ждал, и даже Зато мы сейчас раздвинемся. Сейчас мы посмотрим фильм, а потом вам скажем результаты. Подождите, пожалуйста. Все у вас такой же сколько? Да. А можно выступить? Два слова сказать. Давайте. Services. Я буквально два слова. У нас здесь собралась молодежь от 14 до 30 лет. Я правильно понимаю? Кому больше 30 лет? Сколько? А? 39. Попадаете. Сколько? 30? Попадаете. У меня к вам просьба. Что такое молодежь? Это демографическая группа в возрасте от 14 до 30 лет, выделяющаяся характерными психологическими и социальными особенностями, являющимися самой уязвимой частью населения. У меня здесь вопросники по патриотическому воспитанию. Мы делаем здесь научную работу. Вам не сложно будет по этим вопросам ответить при выходе, или когда вам будет удобно, и оставить у Александра, если можно, пожалуйста. Нет, давайте вы сначала просто посмотрите фильм. Нет, значит, фильм посмотрите, и, пожалуйста, если можно, потому что мы разные категории населения опрашиваем. Здесь не надо ставить фамилию, сразу говорю. Если нужно будет поставить просто возраст, и нужно поставить максимально искренние ответы. Тебе тоже. Не, ну она увеличилась, она была даже 34. Я считаю, наших исследований, что все-таки молодежь на сегодняшний день в возрасте, вот мне вот, например, 70. Я же тоже стал считать себя молодым. Я же не... Я тоже отметила 40-летний юбилей и все думаю, я же тоже еще молодая. Если душа молодая, то можно... Да, да. У меня 2 раза удостоверение отняли пенсионное, если честно. Я приходил. Милицию вызывали. Спасибо большое. Леса, спасибо. Извиняюсь за это. Привет! Краткая история – это простой способ быстро разобраться в любой теме. Взять хотя бы историю кинематографа. Кино сегодня является самым популярным видом искусства в мире, чему свидетельствуют кассовые сборы недавних блокбастеров. Задумывались ли вы, какой путь пришлось пройти кинематографу, чтобы мы сегодня могли наслаждаться шикарными спецэффектами в уютном IMAX кинотеатре?
V век до нашей эры. Далеким предком кино можно считать камеру обскуру. Это довольно простое изобретение представляет собой темную комнату с небольшим отверстием в одной из стен. Лучи света, проходя сквозь отверстие, создают на противоположной стене комнаты перевернутое изображение объекта, который они освещают. Первые упоминания камеры обскуры встречаются еще в V веке до нашей эры, когда последователи китайского философа Мо Цзы описали возникновение перевернутого изображения на стене затемненной комнаты. 15-16 века. Впоследствии камеру обскуру использовали для астрономических наблюдений, а великий ученый, художник и изобретатель Леонардо да Винчи первым применил это изобретение для зарисовок с натуры. В 1659 году нидерландский ученый Христиан Гюйгенс сделал несколько набросков изобретения, которое позже станет известно всему миру как волшебный фонарь или латерна магика. Это, по сути своей, первый кинопроектор и первый значительный шаг в истории развития кинематографа. Удивительно, но Гюйгенс счел свое изобретение слишком легкомысленным и даже способным навредить репутации его семьи, поэтому долгое время не хотел, чтобы волшебный фонарь связывали с его именем. Когда отец ученого пожелал продемонстрировать диковинное изобретение королю Людовику XIV, Христиан попросил своего брата каким-либо образом саботировать фонарь. Однако это не помогло, и вскоре волшебный фонарь стал любимейшим развлечением принцев и дворян, а после завоевал популярность и среди простого населения. В 1829 году французский ученый Жозеф Плато в течение 25 секунд смотрел на Солнце, желая выяснить предел сопротивляемости сетчатки человеческого глаза. Зная об аналогичных опытах своих предшественников, то, возможно, не стал бы подвергать себя опасности, но Плато не знал. Результатом эксперимента стала слепота и лечение в течение 3 дней в темной комнате. В это время Плато видел перед глазами только круг солнечного диска. Это побудило его заняться изучением способности сетчатки человеческого глаза сохранить изображение по инерции. В 1832 году на основе своих опытов Плато изобрел фенокистископ – прибор для демонстрации движущихся рисунков. В 1877 году английский фотограф Эдвард Мейбридж провел первый в истории успешный опыт хронофотографии. Катализатором эксперимента стал спор на $25 000 между губернатором Калифорнии и 2 любителями скачек. Предметом пари был вопрос, отрывает ли лошадь во время галопа все 4 ноги от земли одновременно. На ферме губернатора был построен так называемый фотодром. К 12 кабинам с фотоаппаратами, оснащенными самыми быстрыми на тот момент гильотинными затворами, были притянуты нити. Лошадь во время бега обрывала нити, приводя в действие фотоаппараты. Таким образом, каждый аппарат фиксировал отдельную фазу движения лошади с выдержкой в 1/25 долю секунды. Результатом эксперимента стала серия фотографий, которые можно было просмотреть с помощью зуброксископа, прибора для просмотра движущихся изображений, изобретенного самим Мейбриджем. В 1877 году американец Томас Эдисон изобретает фонограф, прибор для записи и воспроизведения звука. В 1888 году он же изобретет кинетоскоп, аппарат, предназначенный для просмотра движущегося изображения. Однако смотреть фильмы Эдисона мог только один человек. В 1893 году российский изобретатель Иосиф Тимченко, по идее профессора Московского университета Николая Любимова, изобретает скачковый механизм типа улитка для прерывистой смены изображений. Тимченко использует этот механизм для усовершенствования стробоскопа и 9 января 1894 года проводит в Москве первую демонстрацию движущихся изображений. Публике были показаны 3-секундные фильмы «Скачущий всадник» и «Копьеметатель», которым выпала честь стать первыми фильмами Российской империи. К сожалению, Тимченко не может найти источников финансирования, скачковый механизм не патентует и обращается к реализации других проектов. В 1894 году Эдисон пробует объединить фонограф и кинетоскоп в попытке создать первый звуковой ролик. Однако изобретатель столкнулся с проблемой синхронизации звука, да и само качество записи, откровенно говоря, было низким. Так что этот прибор так и остался техническим курьезом XIX века. В конце лета 1894 года братья Луи и Агюст Люмьер по просьбе своего отца, удивленного изобретением Эдисона, приступили к разработке механизма, который бы позволил проецировать изображение перед большой аудиторией.
Опираясь на многочисленные открытия, сделанные до них другими изобретателями, в том числе и Иосифом Тимченко, братья в 1895 году создают универсальный проекционный, съемочный и копировальный аппарат для изготовления кинофильмов, который получает название «Синематограф». Пока братья Люмьер демонстрировали свое изобретение узкому кругу зрителей, в основном своим знакомым и друзьям, Томас Эдисон не переставал экспериментировать и в 1895 году создал первый цветной фильм «Танец Лои Фуллер». Система цветного кинематографа тогда еще не существовала, поэтому раскраска фильма проводилась вручную, а не линовыми красителями. 28 декабря 1895 года в парижском кафе на бульваре Капуцинок братья Люмьер организуют первый публичный показ для большой аудитории за деньги. Программа первого киносеанса состояла из 10 картин, снятых Луи Люмьером. Первым фильмом в истории, который увидела широкая публика, был «Выход рабочих с фабрики». Легендарный фильм «Прибытие поезда» был снят годом позже, и из его показов, вопреки расхожей легенде, зрители не убегали, боясь, что их раздавит огромный локомотив. Все-таки это публика конца 19 века, а не пещерные люди. Кинематограф начинает шагать по миру. 28 мая 1896 года французский оператор Камил Сёрф снимает в России ценные для истории кадры. Ему удалось запечатлеть на камеру коронацию императора Николая II и императрицы Александры Федоровны. С 1900 года кинотеатры распространяются по всему миру. Пионерами кино создаются короткометражные фильмы, которые навечно войдут в историю. В 1902 году французский кудесник и отец спецэффектов Жорж Мельес снимает «Путешествие на Луну». В 1903 году американский первопроходец Эдвин Портер снимает вестерн «Большое ограбление поезда», в котором, к слову, впервые была разрушена четвертая стена, когда в конце картины грабитель будто стреляет в зрителя из своего револьвера. В кинотеатрах показы фильма проходили под музыкальное сопровождение, которое обеспечивалось игрой топеров на фортепиано. В дорогих просмотровых залах играли целые симфонические оркестры. Чаще всего и русские, и зарубежные музыканты использовали произведения Петра Ильича Чайковского. В 1906 году англичанином Джорджем Альбертом Смитом была изобретена первая в мире система двухцветного кинематографа «Кинемаколор». Эта технология активно использовалась киностудиями в период с 1908 по 1914 годы. В 1908 году выходит первый российский художественный фильм «Понизовая вольница», снятый по песне «Из-за острова на Стрежень». 10 июня 1915 года пионер американского кино Эдвин Портер представил в Нью-Йоркском театре «Астор» серию экспериментальных фильмов, снятых в красно-зеленом цвете. В 1917 году американцами Гербертом Калмасом и Дэниелом Комстоком была изобретена технология цветного кинематографа «Техниколор», которая широко применялась в Голливуде с 1922 по 1955 год. Визуальная эстетика «Техниколор» используется и по сей день. 27 сентября 1922 года в широкий прокат выходит первый 3D-фильм в истории – американская картина «Сила любви». 1920-е годы стали площадкой для спора, нужен ли звук в кино. Да, представьте себе, многие были против. Ярким антагонистом новшества был великий актер немого кино Чарли Чаплин, да и американские продюсеры считали, что с приходом звука из-за языкового барьера снизится экспорт картин за рубеж, что ударит по доходам Голливуда. В Советском Союзе три гения отечественного кино Всеволод Пудовкин, Сергей Эйзенштейн и Григорий Александров были не против звука, но предостерегали от злоупотребления, считая, что звук может уничтожить культуру монтажа. Однако настоящая угроза была в другом. Многие звезды немого кинематографа попросту не смогли найти себе работу, когда в кино стал важен голос, отсутствие акцента и поставленная речь. В 1926 году советским изобретателем Павлом Тагером была разработана система звукового кино «Тагифон». 11 мая 1927 года основана Американская академия кинематографических искусств и наук, которая многие годы будет формировать мировой вкус в кино, а о заветном Оскаре будут мечтать все работники киноиндустрии. В 1927 году в широкий прокат выходит первый в истории полнометражный фильм с синхронной речевой фонограммой «Певец джаза», созданный по технологии Вайтафон. По этой технологии музыкальное сопровождение фильма записывалось на граммофонную пластинку, которая воспроизводилась
проигрывателем, синхронизированным с кинопроектором. В фильме «Певец джаза» были в основном музыкальные номера, а большая часть реплик была дана интертитрами. Но все же синхронные реплики в фильме присутствовали, и одна из них вошла в историю. Главный герой в исполнении Элла Джонсона произнес с экрана каноническую фразу: «Подождите минутку, вы еще ничего не слышали». Публика была в восторге, одарив фильм громовыми аплодисментами. Еще бы, эти зрители стали свидетелями наступления эры звукового кино. В 1930 году выходят первые советские звуковые фильмы. Это документальные картины «План великих работ» и «Симфония Донбасса», последняя от всемирно признанного гения документального кино Дзиги Ветрова. В 1931 году в СССР снимают первый художественный звуковой фильм «Путевка в жизнь». В 1935 году официально эпоху цветного кино открывает американская картина «Бекки Шарп», а в СССР выходит первый фильм, снятый по двухцветной технологии «Карнавал цветов». В 1959 году в Москве открывается единственный в мире кинотеатр, работающий по разработанной в СССР системе «Круговая кинопанорама». Этот кинематографический аттракцион представляет собой цилиндрический зрительный зал, по периметру которого находятся 22 экрана, расположенные друг над другом, по 11 в ряд. Зритель, находясь в центре кинозала, мог смотреть фильмы с обзором в 360 градусов. Съемка подобных фильмов стоила дорого и снимали их специально для кругорамных кинотеатров, которые после Москвы были открыты в Праге, Лондоне и Токио. Всего в СССР было снято 18 кругорамных фильмов средней продолжительностью в 20 минут. На данный момент остался только один кинотеатр – в Москве, в выставочном комплексе ВДНХ. В 1965 году в СССР разработали систему «Стерео-70» для съемки фильмов в 3D. Позже Американская академия киноискусств, та, что выдает Оскары, отметила советскую систему наградой за технические достижения. В 1970 году канадская корпорация Multiscreen разработала широкоформатную кинематографическую систему IMAX. Изюминка была в том, что экраны IMAX превосходили по ширине длину зрительного зала, в результате чего угловые размеры изображения превышали поле зрения человека. За счет этого обеспечивался максимальный эффект погружения, наиболее полный при просмотре 3D-фильмов. В марте 1999 года на выставке техники в Лас-Вегасе специалистам был представлен первый цифровой кинопроектор «Мультиплекс». Первым фильмом, показанным на нем, стали «Звездные войны», эпизод 1 Джорджа Лукаса. Четкое изображение отличного качества поразило всех присутствующих. Пришла эра цифрового кинематографа. Первым прокатным цифровым фильмом стала «История игрушек 2» от компании Pixar. Сегодня все больше производителей отдают предпочтение цифре, однако у пленки остаются яростные поклонники. Например, Кристофер Нолан, Квентин Тарантино и Стивен Спилберг при возможности стараются использовать пленку и ничего кроме. Вот такой вот длинный путь прошел кинематограф, чтобы стать самым популярным искусством на планете. Только лишь в 2018 году во всем мире вышло более 40 тысяч кинокартин разного жанра, а всего лишь 10 голливудских кассовых хитов принесли суммарно 11 миллиардов 83 миллиона 326 тысяч долларов своим создателям. Кино настолько популярно, что сегодня, отвечая на вопрос о своем хобби, говорить «я люблю кино» стало дурным тоном. Ведь кино любят все. А как вы относитесь к кино? Тратите все деньги на походы в кинотеатры или же пошли по пути нонконформизма и вообще не смотрите художественные фильмы? Пишите ответы в комментариях. Ну что ж, мы с вами посмотрели сейчас краткую историю кинематографа, и мы уже подсчитали, и у нас есть два победителя, два человека, которые дали максимальное количество правильных ответов, одинаковое количество правильных ответов. Награждение будет чуть позже, а пока давайте разберем эти вопросы. Снова посмотрим на экран. Когда отмечается Международный день кино? Давайте пообщаемся. Денис, включи, пожалуйста, чуть больше света, чтобы всех было видно. Как вы считаете, 27 марта, 28 декабря, 21 ноября или 29 апреля? Кстати, все эти даты не случайные. Кто знает, 27 марта что отмечается? Не стесняйтесь, говорите. 27 марта отмечается Всемирный день театра.
28 декабря второй правильный ответ. Международный день кино. 21 ноября вы можете поздравлять с профессиональным праздником телевизионщиков, а 29 апреля отмечается Международный день танца. Двигаемся дальше. Следующий вопрос у нас был, когда отмечается День российского кино. Все эти даты тоже не случайные. Кто знает, что отмечается 7 мая? Здорово. 22 декабря что отмечается? Помимо этого, это еще и день рождения татарского театра. Запомните эту дату. 27 августа как раз отмечается День российского кино. И кто отметил, что он Всемирный день оперы. Двигаемся дальше. Как называется первый полнометражный художественный фильм на татарском языке? Может быть, кто-то узнал кадр из фильма? Кстати, при том, что Шарафеев, безусловно, много где снимался и играет главные роли в театре Гляскара Камала, в этом фильме он сыграл не самую главную роль, и поэтому я взяла этот не самый яркий кадр из этого фильма. Самый первый полнометражный художественный фильм на татарском языке называется «Куктау». Двигаемся дальше. Кто из этих актеров не снимался в фильме «Кире»? И здесь мы с вами тоже видим популярных артистов, которые много снимаются в кино. Кто вообще смотрел «Кире»? Поднимите руки. Всего 2 человека. 3 человека. Ну, как вы думаете, что вам подсказала интуиция? Марат Башаров действительно не снимался в этом фильме. Двигаемся дальше. Ну и здесь проверяем, кто чаще всего ходит на наши кинопятницы. В каком месяце мы стартанули? В октябре. Абсолютно точный ответ. Кто режиссер фильма «Биби Нур»? И здесь я назвала достаточно ярких представителей татарстанского кинематографа: Ильдар Гафаров, Салават Юзеев, очень плодовитые режиссеры, Алексей Барыкин, он еще и преподаватель в Институте культуры, взращивает и молодых кинематографистов. И заковырка как раз была в Юрии Фетинге. Кто ходил на показ фильма «Биби Нур», знает, что это уникальный случай, когда татарстанское кино снимал питерский режиссер Юрий Фетинг. Давайте двигаемся дальше. Какой из этих фильмов еще не показывали на Кинопятнице? Ну, тут тоже можно проверить самых активных участников Кинопятниц. Ваш вариант ответа? С фильма «Кире» мы как раз и открыли наши Кинопятницы, поскольку это был один из самых популярных фильмов. И, кстати, забегая дальше, будет вопрос, какой из этих фильмов был в широком российском прокате. Так вот, в широком российском прокате был именно фильм «Кире», а мы еще не показывали «Куктау». Следующий вопрос у нас: в каком фильме снялась актриса Роза Хайруллина? И здесь я вам подсказала, сказала, что этот фильм мы смотрели на Кинопятнице. Нужно назвать фильм, в котором снялась именно. «Курбан Роман». Если вы смотрели этот фильм, там была небольшая сцена, когда Марыся лежала в больнице, и Роза Хайруллина тоже сыграла бабушку, которая тяжело больна. Двигаемся дальше. Кто автор жанра татарометражки? Фарид Бекчентаев, Салават Юзеев, Мансур Гилязов, Ильдар Абузяров. Ну, если вы разбираетесь вообще немножко, то вы понимаете, что первые 3 фамилии — это действительно режиссеры. 4-я фамилия — это кто? Это писатель Ильдар Абузяров. А татарометражки придумал Салават Юзеев. Из какого фильма этот кадр? Здесь я решила вас немножко запутать. Специально взяла Фаниса Зигаршина, который много где снимается. Но здесь он, кстати, особо и без грима.
Как вы считаете, какой правильный ответ? Абсолютно. Верно, хлопнул дверью и ушел. Не могла отказать себе в удовольствии проверить вас, насколько вы знаете мое творчество. В каком фильме я не снималась? Нигде ты не снималась. В Кире я не снималась. Какой из этих фильмов не является художественным? И если вы ходили на Кинопятницы, то вы должны знать, что «Шихаб Хазрат» — это документальный фильм. Ну, здесь нужно знать фильмографию Марата Башарова. Как вы думаете, в каком фильме он не снимался? Тот, кто сказал, что Бибинур, абсолютно верно подметил. Его нет в фильме «Бибинур Мулла». Кстати, мы еще не смотрели на Кинопятнице. Какая татарская певица снялась в фильме «Кире». Там, кстати, тоже небольшой эпизод у этой певицы, но достаточно яркий. Поскольку у нас всего 2 человека видели этот фильм, от вас я жду ответа. Какая певица? Что? Чуть громче. Абсолютно верный ответ. Эльмира Калимуллина. Какие из этих фильмов не снимались в Казани? Ну, давайте сначала обсудим. «Зулейха открывает глаза» — сериал. Я думаю, что во время пандемии многие его посмотрели на телеканале «Россия». «Сокровища Ока». Не знаю, насколько вы помните этот фильм. Он снимался в начале 2000-х. Там снимался в главной роли Алексей Воробьев и известная в то время телеведущая в Казани Эльвира Ибрагимова. Подождите. Так какой же фильм не снимался? Бибинур. Бибинур снимался в сельской местности. Двигаемся дальше. Какой из этих татарстанских фильмов был в широком прокате по России? Мы уже ответили с вами, это фильм «Кире». Кто исполнил песню для саундтрека фильма «Зулейха открывает глаза»? Дина Гарипова. Кто не пишет музыку к фильмам? Я достаточно часто говорила о том, что ко многим фильмам, особенно Салават Юзеева, музыку пишет Радик Салимов. Сейчас достаточно популярный композитор Эльмир Низамов, он пишет и оперы, и для эстрадных певцов много очень песен пишет, очень плодовитый автор. Юрий Чаплин писал музыку к фильму «Куктау», а вот Сергей Киатров присылал нам видео приветствия, и это главный режиссер татармультфильма. Он не пишет музыку. Что из этого не является кинопремией? И здесь заковырка была именно в том, что я спрашиваю про кинопремию. Многие путают кинофестивали и кинопремии. Как вы думаете, чем они отличаются? А вы абсолютно верно сначала сказали, «Оскар» — это именно кинопремия. Если мы говорим про Каннские львы, то это кинофестиваль. На кинопремиях просто раздают награды за фильмы, которые показывались в течение этого года. На кинофестивалях устраивают кинопоказы, обсуждения и только в конце могут устроить церемонию награждения. Так вот, здесь как раз всего один кинофестиваль, все остальное кинопремия. «Золотая тарелка» Алтын Тәлинке — это кинопремия, которая предоставляет фильмы для показов у нас на Кинопятнице. Очень много мы взяли из их каталога. «Золотая малина» — это кинопремия за наихудшие фильмы. «Золотой глобус» — это кинопремия, которую между собой называют еще кинопремией журналистов. Там не столько критики выделяют лучшие фильмы, сколько журналисты, сколько пресса. А вот «Золотой минбар» — это кинофестиваль, который проводился в Казани, международный кинофестиваль, который сейчас просто называется «Мусульманский кинофестиваль». Изначально у него было название «Золотой минбар». Так что правильный ответ номер 2. Какой вклад внесла Казань в развитие советского кинематографа?
Ну и опять же, те, кто ходил к нам на Кинопятнице, да, знают, что Казань славится документальными фильмами, и долгое время именно в Казани, в ТАСМе выпускали кинопленку, которую рассылали по всей России, для того, чтобы по всей России тоже, тогда Советскому Союзу, тоже снимали фильмы. Вот такие были у нас вопросы. Как вы думаете, какое максимальное количество правильных ответов было? 10 правильных ответов. У нас дало 2 участника. Сейчас под ваши аплодисменты мы будем награждать их. Это Дамир Фатехов. Выходите, пожалуйста, сюда. Мы вам вручаем книгу, которая была выпущена специально к столетию ТАССР. Ну и, конечно же, сладкий подарок. Аплодисменты за такую татарстанскую кинематографу. Спасибо. А может быть, останетесь, потом мы все сфотографируемся вместе. К сожалению, не знаю имя, просто написано А.И. Хайруллин. Вы друг у друга списывали? Аплодисменты. Простите, не 10, а 14 правильных ответов. Теперь я хотела бы пригласить на эту сцену, чтобы вручить сладкий подарок за 10 правильных ответов Хамзу Урманшина. Правильных ответов дал у нас Дамир. Аплодисменты. Вы тоже получаете сладкий подарок. Ильдар Рахматуллин также дал 8 правильных ответов. Проходите на сцену, конечно. Будет в конце общая фотография на память. Елена дала 6 правильных ответов. И Ренат дал тоже 6 правильных ответов. Почему-то людей в зале гораздо больше, чем у меня бумаг. Спасибо вам огромное за то, что вы такие смелые, потому что многие писали в директ, что с удовольствием бы пришел на Кинопятницу, но я плохо разбираюсь в кинематографе. Вот, пожалуйста, дайте обратную связь, насколько вам было сегодня некомфортно, расстроились ли вы, что пришли, и разочарованы ли вы, что не на все вопросы дали правильные ответы. Ну, у нас просто сейчас еще идет трансляция на Ютубе. Скажите, страшно было участвовать? Интересно было участвовать? Интересный конкурс. Я, конечно, не ожидал, что я буду в числе героев. Мы решили поощрить абсолютно всех за смелость. Я пришел впервые, спасибо моей сестре. Все прошло на очень высоком уровне, достойно. И буду стараться отвечать на следующие викторины гораздо лучше. Спасибо вам. Приходите, запоминайте факты. Зураб Матвеевич, я очень рад, что сегодня пришел. Спасибо. Интересно было на киновикторине? Ну, интересно, благодарю, молодцы, что сделали такое мероприятие. Несмотря на то, что я не была на основной индустрии татарского кино, но, тем не менее, смогла видеть викторину. Большая молодец. Мне тоже понравилось, и я был на 2 кинопоказах, и этого хватило, чтобы тройку войти. Получается,
Значит, всем можно приходить, нужно приходить. И такой момент я заметил, что, ну, лично меня, не знаю, кого, хорошо запоминаются имена и названия фильмов, а с датами похуже. Ну, самое главное помнить имена своих героев. Сеансы очень благодарен подаркам. Фильмы очень отличные, воодушевляющие, воспитывающие. Зияда Рахмет. Большое спасибо. Я не ожидал, что пойду. Аплодисменты давайте еще раз. Спасибо большое. Ну что, давайте сделаем одну общую фотографию на память, чуть-чуть поплотнее друг к другу встанем. Сфотографируемся. Еще раз поздравляю вас всех с началом участия в наших киновикторинах. Подарки предоставлены автономией татар Москвы. Мы всегда рады, когда вы приходите к нам в Татарский культурный центр. Ждем вас в следующую пятницу, и мы будем показывать документальный фильм «Закат под липами». Это о касимовских татарах. И у нас здесь будут в гостях авторы, создатели этого фильма, в том числе и журналист, историк Марат Сафаров. Так что, Рахимидыгас, приходите. Может быть, до встречи в воскресенье. Привет. Хочешь на тренировку? А, чего-чего? Не проводится? Что ты все вокруг женился? Или женился, да. Он уже около месяца. Месяц назад? Ну, отлично. Что надо заполнить эту бумажку? Это